Добрый день! Приглашаю на вторую мою лекцию «Семантика якутских украшений в традиционном шитье». В традиционном якутском шитье, как и в культуре шитья других народов, каждый вид орнамента, нанесенный на поверхности народного костюма, имеют собственное предназначение. И множество вариантов, например, для декора одежды, для украшения конского убранства, для маленьких набедренных сумочек, подвесок и так далее. Например, то, что можно было вышить в навершие головного убора, нельзя было использовать для обуви или рукавиц. Вышитые неизвестными мастерицами орнаменты были связаны прежде всего с древними верованиями народа, идущими из глубины веков, но в то же время нельзя забывать, что каждый нанесенный орнамент прежде всего зависит от геометрической формы плоскости, на котором он нанесен, то есть трапеция, круг, прямоугольник, круг и мягкий материал, твердый материал, например, ткань, дерево, металл, кожа и так далее. И, конечно же, от технологии нанесения орнамента. Вышивка, тиснение, насечка, резьба и так далее. Эти секреты очень хорошо были знакомы древним мастерам и мастерицам. По мнению исследователей орнаментального искусства, узор не только является источником для изучения антогенеза, но и имеет важное общественное значение. Вызывает чувство радости, повышает жизненный тонус, развивает эстетическое чувство. Таким образом, украшенные любым орнаментом изделия и предметы быта, в том числе народная одежда, не только несли свою функциональную нагрузку, но и вдохновляли, согревали и оберегали душу человека. Таким образом, они еще имели свое сакральное значение. Как верно и точно отметила в свое время исследователь орнаментальной культуры якутов, немецкий ученый Улла Йоханссон. Поэтому можно считать, что якутские орнаменты имели эстетическую, украшающие узоры, благопожелательную функцию, узоры благословления, оберегательную функцию, узоры обереги, и имели знаковые функции, узоры, знаки, беле оюлар. Еще орнаменты имели рекреативную функцию, то есть их можно использовать как средство психической разрядки, и эмотивную функцию, то есть красиво нанесенный орнамент благотворно влияет на сферу человеческих эмоций. Якутский народ в старину не имел своей письменности, но в якутском языке есть словосочетание «ою-бичик», которое в буквальном переводе означает орнаментальное письмо. Поэтому вполне возможно, что в далеком прошлом орнаменты, нанесенные на поверхность изделий, особенно у обрядовых предметов и видах одежды, использовались мастерами как визуальные семантические средства знаков образов, то есть как вербальные знаки молитвенных слов и благопожеланий человеку, к которому относится той или иной предмет. Но в настоящее время полностью раскрыть семантику символических знаков, семантику отдельного якутского орнамента очень сложно, так как значение символических знаков якутского орнаментального искусства давно утеряно и забыто. И раскрыть значение орнаментов трудно потому, что каждая работа, изготовленная безымянными мастерами, всегда индивидуальна, самобытна
и отражает творческий поиск изготовившего его мастера или мастерицы. И еще в орнаментальной композиции ощущается всегда индивидуальный художественный почерк. Поэтому мы можем сегодня только предположить. К истокам якутского орнаментального искусства, его этнокультурных параллелей, раскрытию символика содержательных знаков в свое время обращались многие. Большое значение имеют специальные исследования якутской орнаментальной культуры якутов немецким ученым Уллой Йоханссон и современного исследователя якутского орнаментального искусства Татьяны Петровны Тишиной. В материальной культуре якутов все узоры, наносимые на изделия, имеют свое сакральное значение. По общему виду их можно разделить на растительные, геометрические, зооморфные, то есть звериные узоры, антропоморфные, человекообразные виды орнамента. Но их обычно не используются широко в орнаментальном искусстве якутов. Якуты боялись подробного изображения зверей или животных, человека. Они изображали их, подчеркивая их видовые особенности – крылья, рога, клюв или копыта. По верованию якутов, дух животного может рассердиться и принести вред или наслать болезни носящему. Только шаман имел право носить антропоморфные и зооморфные фигуры эмегет на своем костюме. Они встречались лишь в шаманских атрибутах. Излюбленными узорами и знаками в отделке свадебной одежды были растительные, геометрические, джура или курдаганую, прямая линия, тангалайою, двухсторонний зигзагообразный мотив, тынграхою, сарбынняхою, небесный мотив орнамента, ая-арбата, стреловидный мотив, көсюр, көгюрою, лировидный мотив, сюрях-ою, сердцевидный мотив, күн, туахта, кру, харыскал белелері, умы, оберегающие знаки, бичик-оюлар, различные узоры, знаки. Прямые линии джуралы-тиги, курдаган-ою, буквально узор опояска. В традиционном шитье они вышиваются цветными нитками, металлическими бляшками или прострачиваются бисером и служат ограждением от проникновения в душу человека пирюэля. Не только орнамент конского убранства, но и одежда, орнамент, рукавицы, оторочки обуви в большинстве случаев обязательным образом обрамляются прямыми линиями джуралы, тиги или курдаган-ою. Иначе их вышивальщицы называют пюрюэ, то есть изгородь, дающее понятие о том, что все дарованное человеком высшими божествами должно иметь в срединном мире свое местоположение. В соответствии с народными высказываниями всякому богатству должна была изгородь. Распространенный в якутском орнаментальном искусстве мотив тангалай очень часто встречается в декоративном оформлении конского убранства. Во-первых, так называют вышитые стежки, используемые как самостоятельный орнаментальный мотив. Зигзагообразные линии расположены параллельно друг другу, подобно контурам извилин на небе рогатого скота, называемый тангалай. То, что этот мотив орнамента полностью скопирован с выпуклых извилин на небной части полости рта рогатого скота, отмечал Михаил Михайлович Носов. Действительно, короткие линии, сходящие под крутым углом, создают орнамент, явно напоминающий хрящевые извилины неба.
На одежде он вышивается бисером кедине тангалай, с цветными нитками, конским волосом, а также выполняется в лоскутной технике. Узор тангалай – самый древний, типичный вид вышивки. Информанты считают, что он является соединяющим звеном между миром земным и верхним миром высших божеств. В этой связи интерес представляет древний ритуальный танец тангалай-умку, который исполняется в день осеннего забоя, где танцующие соответствующими движениями ног вытаптывают на снегу фигуру тангалай. Как отмечает исследователь ритуальных танцев Лукина Ангелина Григорьевна, цель танца, выполняя определенные танцевальные движения, подняться к верхним небожителям. Таким образом, магическое значение данного орнамента связано с древним пониманием человека о том, что тангалай является соединяющим звеном между миром земным и миром высших божеств. Вот почему вышивку тангалай использовали только по нижней части одежды, на бедренниках, на рукавицах, обуви. Ни в одном навершии головного убора эта вышивка тангалай не встречается. Головная часть отражает верхний мир божеств. Об этом отметил Хрещанский, указывая на то, что круглый диск на головном уборе является символом самого высшего божества якутов Урюм-Ар-Тойон. Нужно отметить, что в конском убранстве данный мотив тоже всегда находится в нижней части орнаментального декора. В декоре навершии головного убора в предметах конского убранства доминируют лировидные и сердцевидные мотивы, которые лишь варьируются в основном рисунке, деталях, цветовой обработке и благодаря своей нарядности и выразительности занимают центральную часть их композиции. Эта композиция в декоре конского убранства и в некоторых случаях в навершии выстраивается по определенным канонам. В центре главный лировидный узор и строго симметрично расходящийся от него на все стороны спиралевидные завитки. Как отметил Зыков Федор Маркович, ссылаясь на рассказ своих информаторов, центральный мотив называется у мастериц Ие Фюрер. Символизирует материнство, семейный очаг и являются мощным оберегом в народном представлении. Это подчеркивает и название спиралевидных узоров «Оопюрер», то есть детки, побеги, которые принято считать символом зарождения новой жизни, плодородия. О семантике данного лировидного узора «Пюгюр-ою» или «Пюгюр-ою» бытуют различные версии. Улла Юхансен убедительно доказывала, что якутская лира развилась от пазырического мотива горного барана. Этнограф Анатолий Игнатьевич Гоголев также согласен с ее выводом, что в основу лировидного мотива был заложен культ Аргали, козла, барана, и первоначально он был призван выполнять магические обереговые функции и символизировать плодородие рогатого скота. По мнению Ивана Васильевича Константинова, такой мотив бытовал в VI-IX веках на юге Байкала у оседлых Куркан и восходит своими истоками к древнему периоду жизни южных предков якутов. Искусствовед Нина Ильинична Каплан в свое время отметила, что лировидная форма, возможно, является символическим образом пробивающегося из земли растения. Михаил Михайлович Носов, подробно изучив лироподобный мотив «Пюгюр-ою» на предметах 17 и 19 веков, пришел к мнению о том, что этот узор восходит к первоначальному упрощенному изображению коровьей или оленей головы с рогами и в некоторых случаях представляет собой стилизацию силуэтной формы самого животного. Подтверждением тому стала находка этнографической экспедиции при раскопках детского погребения XVII века. На родовом кладбище предка Боровинских якутов Солук-Ботура было обнаружено 8 фигурок, вырезанные из бересты, очень похожих друг на друга, однако тождественных по очертаниям.
По мнению исследователя, факт возникновения мотива кыгырою как следствие постепенной стилизации первоначального изображения силуэта коровьей и оленьей головы свидетельствует о самостоятельной выработке якутами на основе собственных наблюдений. Михаил Михайлович Носов также убедительно доказывает, что главное назначение узора кыгырою состоит в декоре молочной продукции, нарядного конского убранства, а также в орнаментации обстановки кумысного праздника Сэх. Этого же мнения придерживается Алексей Павлович Окладников, советский археолог и этнограф. Он пишет, что такой узор имеет в основе стилизованное изображение коровы, а внутреннее заполнение его означает теленка в чреве стильной коровы. Он приходит к выводу, что этот орнамент имеет в основе стилизованное изображение коровы, а внутреннее заполнение его означает теленка в чреве. Он приходит к выводу, что этот орнамент мог иметь магическое значение и должен был быть связан с культом плодородия. Данный узор широко применялся и в декоре женской одежды и других женских принадлежностей. Зоя Федоровна Семенова доказывает, что лировидный мотив семантически связан с образом мирового дерева алукмас и имеет благопожелательную и отгоняющую функцию. Исследователь якутской орнаментики Татьяна Петровна Тишина относит данный узор к растительной символике, а также отмечает, что он связан с мотивом древа жизни и кругом мифологических представлений якутов. Лировидный мотив распространен у многих народов. Их также рассматривают как символику древа жизни, древа плодородия, древа восхождения. В некоторых случаях 2 или 3 лиры находятся на одной горизонтальной линии, соединяясь с растительными завитками. Они могут означать 3 соединяющихся душ. Тут в некоторых случаях воссоединение родственных связей между родителями невесты и жениха, символом любви между молодым человеком или женщиной. По орнаментальным канонам якутских мастериц, только распустившиеся из основного мотива побеги могли устремиться на все 4 стороны. Перевернутый лировидный мотив встречается лишь в декоре обуви и выступает символом предупреждения об опасности. Таким образом, выразительность этого орнамента позволяет создавать концентрированные образы самых сложных понятий. В центральной части конского убранства, редко в навешивании авака, этот мотив изображается в качестве символа пробивающегося из земли растения, и он всегда бывает пышным и цветущим и имеет благопожелательную функцию. Лировидный мотив также связан с космологическим воззрением якутов, является символом развития, рассвета, стремления к высшим божествам Аил, свету. Он также символизирует связь верхнего мира с земным и нижним миром. В орнаментальном искусстве следует особо выделить сердцевидный узор, который традиционно используется в декоре нарядных рукавиц, навершие головного убора джабака, вышитых набедренниках, и в большинстве случаев его разнообразие можно найти и в конских убранствах. Современные мастерицы пышный цветущий сердцевидный мотив иногда путают с лировидным узором. Особенность сердцевидного мотива в том, что 2 S-образных завитка всегда соединяются в верхней части короткими линиями, образуя рисунок сердечного мотива. Линии эти могут быть короткими, прерывистыми или вообще отсутствовать. А в лировидных мотивах средние вертикальные линии символизируют ствол, сись мирового дерева алукмас. Поэтому по орнаментальному канону этот мотив должен быть строго вертикальным, бесперерывными и тем самым обозначать целостность срединного мира. Отдельно взятый мотив сердца всех народов является символом любви и согласия. Такой же понятийный смысл имеет он и в якутском вышивальном искусстве.
Основу стреловидного орнамента, называемого ая-РПК, составляют дуги и отходящие вверх от дуг стреловидные фигуры, используемые в орнаментальном искусстве якутов в основном как оберегающий, предупреждающий знак. Значение названия узора указывает на то, что, возможно, он носит магическую охранную функцию. Это подчеркивается в расположении мотива, то есть по краям одежды, предметов быта, конского убранства. Возможно, таким образом человек старался ограждать себя от различных негативных влияний злых духов. Арочные мотивы, кынгырак, сарбыняк, вышитые цветными нитками или бисером, встречаются на вещах и одежде празднично-ритуального назначения, особенно связанных с кумысопитием, и являются символом девятиярусного неба, где проживают высшие божества. Исследователи данного типа узора относят к числу древнейших видов орнамента, восходящих к гунскому периоду. В ином варианте этот мотив называют бье-эмия. Он символизирует знаки моления божеству, конного скота Джигы-Аю. Вышивка также встречаются орнаменты, связанные с культом плодородия рогатого и конного скота, рогообразные мотивы, инахою Джигы-Галете. Крестообразный мотив распространен в многих народах и уходит своими корнями в христианские времена. Его можно рассматривать как деление пространства на 4 или 8 частей, которое характерно для мифологических систем многих народов мира. Крест служит символом защиты и спасения. В связи с эпидемией оспы и кори у якутов сохранилось понятие перестетер, то есть налагать крест. Так называли случаи легкой формы протекания болезни, предохраняющей человека от повторного заболевания. Дух болезни как бы налагает на человека знамение креста в знак того, что не в дальнейшем будет пощажен. Крестообразный мотив можно рассматривать и как ромб с просветшими углами, известный в языческой символике как древнейший символ плодородия. Предположение о том, что семантика крестообразного мотива выполняет функцию оберега, высказал Анатолий Игнатьевич Гоголев. Таким образом, крестообразные знаки на верхушке яровидного мотива, декоре конских убранств и на передней части шубы Буктахсон выполняли функцию оберегающие и благопожелательные. Юнюгес ою – узор, отражающий молодые побеги растений и в пышном цветении растительных цветочных орнаментов, символизирует зарождение новой жизни, является символом благословения на рост и процветание. Количество листочков в таких побегах обычно бывает нечетным. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Солярный знак кюн, тогахта, круг, круглый диск, у многих народов традиционно обозначает мужское начало, квадрат – женское начало. Треугольник у многих народов является символом деторождения. По трощанскому в навершии шапки круглый металлический диск тогахта является символом высшего божества Ирюм Аютойом. И поэтому в обряде проводов богини деторождения Аюгы, где должны участвовать только женщины, надевают свои шапки девака задом наперед, для того, чтобы устранить мужчину. Интересными деталями шубы Буктахсон являются серебряные украшения в виде подвесок на задней части шубы джая. В словаре пекарского слова джая обозначает лопатку или плечевую кость.
старину на спинке детской одежды привешивали особые украшения из меди с отверстием с 3 сторон, которые также называются саджая. Таким образом, главное назначение этих украшений амулетов – отпугивать всевозможных злых духов задней спинной части человека. Такие украшения могут быть парными – 2, 4, 6. На шубе из Российского этнографического музея мы насчитали 24 штуки серебряных подвесок, нашитых на спине в 2 ряда. В редких случаях встречались богато и пышно вышитые серебряными нитками свадебные шубы буктахсон. Несомненно, такой свадебный наряд богатой невесты, разукрашенный с головы до пят, от навершия шапки, дьявака, шубы и вышитых рукавиц и обуви, серебряным шитьем в сочетании с нагрудными и наспинными украшениями из серебра ослеплял своим блеском окружающих. Видимо, в старину свадебные шубы украшались тем богаче, тем состоятельнее и знатнее были родители девушки. И таким образом призваны были возвеличить могущество богатого, знатного рода невесты. Несомненно, таким богатым вышивкам в одежде приписывалась и магическая сила оберега от сглаза. Спасибо. Берем ведь это, да? Так, bilgi bollarni ikkitdan to'xtar bilimlilar. Аксессуары. Аксессуары музыкадан баран көрө битте кыргыта.